зачем, скажите, вам чужая Аргентина? Вот вам история Каховского раввина, который жил в такой прекрасной обстановке, в таком чудесном городе Каховке. И у раввина была Зайны дочка Янка, такая тонкая, как шелковая лента, такая чистая, как мытая посуда, такая умная, как целый том Талмуда. И женихов у этой Янты было двое: портной Абраша, мыдый парикмахер Яша. И каждый день, меняя Яшу на Абрашу, она сводила женихов с ума. Ой, бей, переворот случился в городе Каховке, переворот случился в Янтиной головке. Приехал новый управитель Домпромтреста, и наша Янта не находит себе места. Иван Иванович высокий, чернобровый, такой красивый и на вид почти здоровый, а сапоги на нем шавровые, а сапоги на нем почти что новые. Однажды раввин не находит дома Янту, а у Фентыш лежит послание в конверте, а в том послании всего 4 слова: «Прощай, уехала гражданка Иванова». Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же это такое? Приехал Хозер и натворил такое. Ой, я мака дырым-пуным и кое-что еще. Зачем увез он дочь мою? Ой, я мака дырым-пуным, паралич дынен мозгис. Зачем увез он дочь мою? И перестал молиться раввин Богу, и перестал ходить он в синагогу. Избрил он бороду, усы, и стал он франком. Теперь он числится одесским коммерсантом. Избрил он бороду, усы, и стал он франком. Теперь он числится ашмянским коммерсантом.